Сократить путь и подвергнуть себя опасности. Теперь таких маневров на пруду не допустит специально выставленный пост. Всероссийская акция безопасности ГИБДД «Пристегнись, Россия» прошла в Ингушетии, расскажет Микаил Тангеев. К 80-летию Саида Чехкиева в Малгобеке на творческом вечере собрались друзья, коллеги, ученики ушедшего мастера. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня стартовал основной этап восхождения в рамках чемпионата по альпинизму в техническом классе. К 17:00 команда «Красноярский край-1» прошла 11 веревок. «Красноярский край-2» – 13 веревок. Обе команды встали на ночевку. Ингушские альпинисты Беслан Гудиев и Муса Бадиев преодолели 3 веревки и спустились в лагерь. Напомню, всего спортсменам придется преодолеть 17 маршрутов, среди которых 5 первопроходов. В этом году участие в чемпионате подтвердили команды, которые в прошлом розыгрыше кубков не участвовали. Это Архангельск, Воронеж, Волгоград и Северная Осетия. Ну и, разумеется, Ингушетия. Фавориты команда из Архангельска приехала в Ингушетию еще за неделю до старта чемпионата. Теперь за их плечами один из сложнейших маршрутов, что представлены в программе соревнований. Ингушетия принимает чемпионат всероссийского масштаба уже второй год подряд. На Назрановском пруду выставили поисково-спасательный пост РЗИ. Сотрудники МЧС следят за тем, чтобы школьники, которые предпочитают пересечь напрямую заледеневший пруд, не угодили при этом под воду. Мария Местоева о мерах предосторожности. Решать математические задачи и правильно писать – не единственное, чему учат детей в Назрановском лицее. Школа находится почти на берегу городского пруда, и зимой многие ребята любят заходить на лед, демонстрируя тем самым свою смелость перед сверстниками. Именно потому еще с младших классов ребятам объясняют, чем чреваты такие безрассудные поступки. Четвероклассники делятся своими знаниями по этой теме. Когда ходишь по пруду, кажется, что там все большой лед, кажется, он небольшой, а толстый. Толстый лед. Там может быть тонкий лед, ты можешь провалиться и утонуть. Потому что у нас и не бывает сильных таких морозов, правда же, когда этот лед замерзает на 2-3 метра, такого не бывает. Он хотя бы на полметра бы замерз, даже этого нет. Вот поэтому смотрите, ребят, надо быть очень осторожным. Правда, таких прилежных подростков не так много в классе. Все же нашлись смельчаки, которые охотно рассказали о своих подвигах. А как ты мог так это сделать, Магомед? Интересно. Интересно было? Да. А ты не подумал о том, что дома сидит мама с папой? И они тебе говорят, и в школе говорят, что нельзя наступать на лед? Мне не говорили. Ну, а ты сам не знаешь? Да. Как далеко заходил, когда зашел на пруд? До середины. А страшно не было? Нет. Ну вот ладно, ты провалился под лед. Дальше твои действия, что ты будешь делать? Не паниковать, выплыть, не разгоняться, чтобы опять не поскользнуться, и медленно перебираться на берег. Правда, когда школьник понял, что теперь об этом узнают его родители и с ним будет проведена строгая беседа, улыбка сразу же пропала. Такие уроки проводят даже с первоклашками. О мерах безопасности и правильного поведения как в школе, так и вне ее стен необходимо рассказывать детям с раннего возраста, говорят в лицее. Наступает, когда холодное время года, мы, естественно, проводим работу с детьми, как можно и как нельзя себя вести, например, на воде или там на берегу реки, например, да? То есть, что можно делать, что нельзя делать. Можно ли играть, например, даже элементарно в снежки, если снег улежавшийся и грязный, да? То есть какие-то травматичные моменты могут быть. Дети очень активно, когда ты им просто задаешь вопрос, они очень активно начинают отвечать на эти вопросы. На случай, если беседы не подействуют на детские умы или не будут усвоены школьниками, на берегу пруда дежурят спасатели. Свою локацию сотрудники периодически меняют, наворачивая круги по берегу водоема. Подросткам, возвращающимся со школы, раздают листовки, в которых подробно рассказано, как вести себя у водоема и какие меры предпринимать, если все же случится беда. А чтобы этого не произошло, спасатели дежурят с утра и до позднего вечера. Дина с 10 до 16:30 оз худхо. Я пруд лорбеж нагдат ухбачиш. Буквально 10-15 минут назад. Это хатпен случай ханирос. Садал это мусак ачвагавас. Могешь без абуахаирш. Дадут чиж памятки ждать его. А чаще дети бывают или взрослые? Чаще дети бывают. Школьники.
Поисково-спасательный пост РЗИ будет работать на берегу городского пруда до наступления тепла, когда наледь с воды растает. А пока не забывайте предостерегать своих детей и рассказывать им о правилах поведения на улице, чтобы уберечь от беды. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в 15-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», который определит лучшие проекты. Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет может представить на конкурс свои проекты в сфере образования, направленные на социально-экономическое развитие российских территорий. Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Моя страна», «Язык моей страны», «Новые педагогические практики для национальной технологической инициативы», «Моя разработка», «Креативные индустрии для развития регионов» и не только. А две номинации «Транспорт, пути сообщения моей страны» и «Мое здоровье» объявлены федеральными министерствами транспорта и здравоохранения. Заявки на конкурс принимаются до 20 марта этого года. С более подробными условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте конкурса «Моя страна, моя Россия». В сентябре в селении Яндаре откроется новый детский сад, который вместит около 200 малышей. Здесь все предусмотрено для полноценного воспитательного и образовательного процессов. Дошкольное учреждение находится в шаговой доступности от строящейся школы, рядом расположены многоквартирные дома. Зелимхан Калоев побывал на месте. На объекте трудится около 30 человек, больше и не требуется, поскольку все основные работы уже завершены. Поставлены окна, провели электричество и отопление, которые уже функционируют. Строительство было начато только в августе прошлого года, и вот к концу февраля планируется закончить работу. Как мы отопление запустили, мы уже вовсю начали, и днем, и ночью работаем. Это имеется в виду шпаклевка. Это имеется в виду сантехника, это ванны, унитазы, все это, душевые. Впереди у строителя остались внутренние отделочные работы, например, поставить двери и шпаклевка потолка и стен, а также стяжка пола. Вовсю трудится и бригада по сантехнике Адама Бадиева, которая планирует уложиться в течение недели. Насчет сантехники тут все предусмотрено, проходит все замечательно, стараемся побыстрее все закончить, работа кипит. До будущего детского сада буквально рукой подать, что очень удобно и для мам, и для детей. Зарета Кукурхоева строительству очень рада, хотя у самой внук живет за пределами республики. Как только он приедет, насчет детсада раздумывать не придется. Столько детей маленьких и неопределенных, и прекрасно для работающих. Как это? Конечно, хорошо, благодать для детей, для родителей. В двухэтажном здании предусмотрены все необходимые для детей условия: пищеблок, игровые комнаты, раздевалки, спальни и не только. Всего же садик сможет вместить около 200 детей. Как только потеплеет, все строители незамедлительно планируют приступить к благоустройству прилегающей территории, высадить деревья и установить детские игровые площадки. Если все пойдет по плану, детский сад сможет принять своих воспитанников уже с нового учебного года. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24. В Ингушетии число разводов в 2017 году снизилось более чем на 9%, а число зарегистрированных браков выросло на 11%. Зарегистрировано 1986 записей о заключении брака и 386 записей о расторжении. В позапрошлом году 1809 браков и 427 разводов. Также наблюдается положительная динамика по рождаемости. За прошедший год в республике зарегистрировано 8115 записей актов о рождении. Из общего числа зарегистрированных детей 4173 мальчика, девочек на 200 меньше. 1 тройня и 75 двоен. Самыми популярными именами в 2017 году среди мальчиков в Ингушетии стали Мухаммад, Ибрагим, Ахмед, Абдуллах, Умар. У девочек Хадиджа, Аиша, Амина и Хава. При этом встречались и редкие имена, такие как Эскар, Тайсам и Эльнара. Всероссийская акция «Пристегнись, Россия» прошла в Назране при участии сотрудников госавтоинспекции и курсантов автошколы «Евлой». Инспекторы совместно с представителями школы вождения останавливали нарушителей и проводили профилактическую беседу с участниками дорожного движения. Репортаж Микаила Тангиева. Сотрудники ГИБДД останавливают прежде всего те машины, водители которых не надевают ремень безопасности, а также проверяют наличие детского кресла при перевозке маленьких детей. Многие автолюбители пренебрегают этими правилами, а другие нарушают неосознанно. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, и водителей ждет соответствующее наказание. Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Инспектор ДПС Бесаев.
Вы не пристегнули ремень безопасности. Почему не пристегнули ремень безопасности? А? Вы знаете, сколько дорожных происшествий в республике у нас произошло? Для отсутствия ремня безопасности и получили телесное повреждение людей. Но, к счастью, на каждого нарушителя найдется с десяток законопослушных автолюбителей, которые понимают, что, соблюдая все правила на дорогах, они обезопасят не только себя, но и остальных участников дорожного движения. Правила лельбесек. Нет поступить демегидде, вахсак хавари. Но сыхал ди лаяк каска сыхал. Машина докми унягат. Зама бабер лорвал бец, шортик дил дец. Вей важбы дивей лордериш. Важбы ансе наха бал цебеш. Мы против дорожно-транспортных происшествий. Именно с таким лозунгом курсанты автошколы Евлой пытаются довести до сознания водителей, что они, только обучаясь вождению, уже знают, насколько опасно пренебрегать дорожными правилами. А опытным водителям нужно тем более задуматься и не подвергать опасности других людей. Раздаем вот такие буклеты. Они оповещают водителей о возможной опасности на дороге, о том, что надо делать, чтобы предотвратить те или иные последствия. И клеим вот такие вот наклейки. Предупреждаем водителей, чтобы они меньше нарушали правила и чтобы в основном пристегивались хотя бы. На автолюбителей хотят воздействовать и с религиозной точки зрения. Недаром одно из названий сегодняшней акции «Мусульманин за рулем». Над этим стоит задуматься. Большинство исламских ученых едины во мнении, что несоблюдение правил дорожного движения является греховным, так как водитель может нанести вред не только себе, но и другим, или даже повлечь за собой смерть человека. По исламу, если в результате ДТП сам водитель погибнет, это равноценно самоубийству, а убийство другого человека приравнено к убийству всего человечества. По данным ГИБДД, основные причины ДТП остаются все теми же. Превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и перевозка пассажиров без ремня безопасности и без детского удерживающего кресел. Мы сегодня проводим профилактические беседы с водителями и взносы нарушителя также наказываем, составляем административные материалы в отношении водителя, который привозит детей без детского удерживающего устройства. С начала этого года в нашей республике произошло 15 аварий, в которых пострадало 28 человек, 3 из которых, к сожалению, погибли. Организаторы сегодняшнего мероприятия надеются, что нарушители одумаются и подобные акции помогут исправить ситуацию на наших дорогах в лучшую сторону. Михаил Тангиев, Ахмед Горбаков, Новости 24. Мероприятия памяти ингушского классика Саида Чехкиева прошли в Малгобеке. Напомню, на этой неделе мы отмечали 80-летие со дня рождения поэта, писателя, публициста и общественного деятеля. О его жизненном пути вспоминали родные, друзья, коллеги по литературному цеху и, конечно, ученики. Репортаж Ридат Халухоевой. Его перу принадлежат романы «Золотые столбы» и «Волчьи ночи». Его пьесы ставились во многих театрах России, а при его соавторстве созданы сценарии к художественным фильмам. Саид Чехкиев – поэт, драматург, баснописец, переводчик, публицист и общественный деятель в одном лице. Он внес значительный вклад в культуру ингушского народа. Это очень красивый и душой, и сердцем, и внешностью человек. Именно тот человек, в котором вот сочеталась и внешняя, и внутренняя красота. Человек очень широкой души, человек, который очень чувствовал всю боль нашего народа, сопереживал и беззаветно любил, был предан и родине, и народу своему. Это был истинный патриот и при этом был истинный интернационалист. И всегда считал, что вот эти два понятия, они должны стоять рядом. Для кого-то он был другом, для других коллегой, писателем, а кому-то и вовсе родным человеком, с которым связывают самые теплые воспоминания. Память о нем объединила почитателей его творчества в одном зале Дома культуры Малгобека. Здесь также присутствуют и те, кто лично был знаком с литературным деятелем. Несколько встреч у меня было с Саидом Чехкиевым. Здесь, в Малгобеке, у нас были с ним встречи. Этот человек был широкой, такой большой души, человек, который сделал очень многое, чтобы об ингушей узнали не только в нашей стране, но, наверное, и за рубежом. Потому что все его произведения, они пропитаны именно судьбой и историей нашего ингушского народа. Он написал мне письмо, это было суждение о моих стихах, и он просил, чтобы я писала, не переставала, не останавливалась на достигнутом. И письмо завершалось такими словами: «С верой в будущего поэта».
Вот. Я очень горжусь тем, что я захватила то время, когда он жил, работал. Гости вспоминают Саида Чахкиева как многогранную личность. О его роли и значении для литературы Ингушетии говорили представители творческой интеллигенции. О нем пели песни, а самые маленькие ценители творчества писателя читали его стихи. Организаторами мероприятия выступили администрация города Малгобек совместно с Домом культуры и гимназией номер 1, названная именем Саида Чахкиева. Примечательно, что именно в этой школе была представлена выставка творчества писателя. Здесь собраны его самые яркие произведения. От автобиографического романа «Золотые столбы», написанного им еще в студенческие годы, до небольшого сборника рассказов для детей «Идик-мадик, маленькая девочка». Он написал более 30 поэтических и прозаических сборников в самых разных жанрах, и все они являются отображением преданности и любви к родному краю. Саида Холун вейтанкамен ханат. Саида ши Холун дутер ши произведение дутер удуниш мелболч нях дегичер балбы удуниш мелболч нях цар илаш цар тыглуатсымыш цар догдохгижде Саидит. Мало вакыч поэти вакыч писателей. Творчество Саида необходимо знать, потому что это один из классиков нашей литературы, один из тех, кто очень ярко и красочно описывал жизнь ингушей и в годы гражданской войны, и в период выселения, и в последующие годы. Наши дети вообще изучают, изучают его произведения, часто ставят сценки по его произведениям. Один из величайших классиков ингушской литературы. Он также внес вклад в сокровищницу мировой поэзии и прозы. И как и в его же строках, посвященных Джамалдину Яндиеву, Саид Чахкиев смог оставить после себя след и слово, а мать-земля ему была основой. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Фоке Сонджи прошел турнир по грэпплингу. Соревнования стали отборочным этапом на пути к первенству СКФО. Здесь также выявляли талантливых ребят для участия в турнирах по ММА. Участвовали более 150 человек. Подробнее о том, как проходили схватки, расскажет наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Как сказал один известный судья, ММА – это квинтэссенция всех боевых единоборств, а грэпплинг – одна из самых важных составляющих успешного выступления в ММА. Вот и сегодня в Фоке Сонджи сошлись в бескомпромиссных противостояниях спортсмены в 8 весовых категориях. Отбор очень жесткий, на кону путевка на первенство СКФО, поэтому ошибок быть не должно. Но несмотря на это, у некоторых ребят получается завершить схватки досрочно. Как, например, это сделал Саид Умар Имагожев. Поймав соперника на болевой, он вынудил его сдаться. Итог – победа Имагожева. Поединок прошел довольно очень быстро и хорошо. Я сразу же сделал на ногу болевой и выиграл досрочно. Тренер всегда делает наставления не досрочно, он всегда говорит отбороться и до конца самое главное. Там не чтобы быстро закончить, а чтобы вот до конца и хорошо отбороться. Это, наверное, для того, чтобы у тебя была развита чтобы выносливость, чтобы опыт набирал по ходу борьбы. Сегодняшний турнир – один из многих организованных Федерацией ММА нашей республики. Главной целью здесь является отправить лучших спортсменов на соревнования окружного масштаба. Заодно выявить талантливых ребят, которые впоследствии смогут профессионально заниматься смешанными боевыми единоборствами. На самом деле легко, если человек до ММА занимался каким-то определенным видом спорта, будь то вольной борьбой, будь то боксом. В разных видах спорта есть свои нюансы, но если ты до этого не занимался каким-то видом спорта, если ты там тот же бокс, тот же борьба, то тебе будет, в принципе, тяжелее. Тот же грэпплинг может жить исход любого боя там за 5 секунд, и это очень такой важный вид спорта именно для нас. Еще один яркий бой. Тамерлан Аздоев, участник недавно прошедшей битвы в Назране, сошелся в поединке со своим оппонентом Шибиловым. Это уже их третий поединок. Если 2 предыдущих раза судья поднимал вверх руку Шибилова, сегодня брат звезды ингушского ММА Ингисхана Аздоева подготовился на 200%. Как итог, справедливая победа. Однако эти ребята дружат, как на ковре, так и в жизни, что они и доказали сразу после схватки. Особого так сказать настроя выиграть обязательно друг другу у нас не было, так как у нас дружеские отношения с этим пацаном очень, как сказать, очень хороший парень. На ковре уже соперники. Для нас товарищеская встреча и довольно-таки провели хороший бой.
Всего в турнире участвует более 150 спортсменов. 4 минуты на то, чтобы выявить сильнейшего. Вот время, которое было отведено грэпплерам. Учитывая то, что этот вид спорта требует развития в нашем регионе, подобные соревнования лишь притягивают интерес молодежи. А дальше больше. Возможно, в будущем ингушская общественность услышит имя еще одного чемпиона мира по грэпплингу. Тамерлан Хамхоев, Майербек Мержоев, Новости 24. На межрегиональном турнире Mixed Fight Last Legion 37, который проходил в Ростове-на-Дону, младший состав бойцовского клуба «Панчер» привезли в нашу республику 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На сегодняшний день в этом клубе под руководством Ислама Ахильгова тренируются 89 спортсменов практически всех возрастов. Раз, встречный, играть. Два, три, один. Только приехали с очередных соревнований, но ребятам не до отдыха. Ведь упорные тренировки – это главный залог успеха. Для Ибрагима Гулиева первые шаги в спорте начались год назад. Тогда он попросил своего отца записать его в клуб боевых искусств. А буквально на днях в своем дебютном поединке на турнире Mixed Fight Ибрагим техническим нокаутом одержал победу. Тушить свет своим соперникам, как выразился сам спортсмен, он собирается и дальше. Примером для подражания для Шамиля всегда был старший брат. Видя, как упорно и с интересом он посещает каждую тренировку, Шамиль тоже решил попробовать свои силы в спорте. А спустя почти год Шамиль завоевал свою первую золотую медаль. Первый турнир в следующий раз в любом виде спорта важно не только развивать физические способности, но и правильно мыслить, разрабатывая в голове тактику ведения поединка, с чем хорошо и справился Умар. Быстро поняв, что работа в стойке с оппонентом продлится практически на равных, Умар взял инициативу на себя и перевел соперника в партер, и болевым приемом одержал победу. На первую стойку был брасанцем, да, стойка чего, керсон, левут я прода шуарса, чуть от тебя орсон, за болевая крас куга. А в зале вместе с тренером за каждым движением сыновей внимательно наблюдают их самые преданные болельщики, отцы. Харун Цычоев несколько месяцев назад записал своего сына в этот клуб и не подразумевал, что он за короткий срок добьется такого успеха. Харун уверен, это результат труда тренера, который вкладывает всю душу в воспитание своих учеников. وبي بخيبه بغداد ديك ريزولتات داتو اسلام وجاقه جاتو انساني والو ريزولتات دادي تي وش اسلام وليلو ديسيبلين بحثي بغداد بير حشتو مقدار اخيت سموت بيرو تورنيراك سكوت والر ازدرك باندس دال احتو باقري سترينر سوتا ديك тренеров جيتري. На сегодняшний день в клубе «Панчер» под руководством Ислама Ахильгова тренируется 89 спортсменов, и каждому из ребят у наставника индивидуальный подход. Только так можно понять слабые и сильные стороны учеников. Много у нас выездов, очень много. Вот. Постараемся показать хороший результат. Этот год для ребят обещает стать насыщенным. Впереди их ждет немало турниров, на которых спортсмены планируют достойно представлять свой клуб и республику. Саид Куштов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Вести здоровый образ жизни – это целое искусство, и дисциплина здесь играет немаловажную роль. Поход к хорошему врачу должен быть в списке обязательных дел любого потенциального пациента. Проверить свое самочувствие и в случае необходимости привести организм в полный порядок не так уж и сложно. Один из вариантов в репортаже нашего корреспондента. Когда даже легкая простуда может привести к серьезным последствиям, человек просто обязан серьезнее относиться к своему здоровью, а решившись на полное обследование, понять, к какому врачу обратиться и какую клинику выбрать. У Османа Гадабошева с этим выбором проблем не возникло. За квалифицированным лечением он обратился в клинику «Академия здоровья». Свою болезнь Осман в шутку называет «подарок с Азии», последствия которой проявились возрастом, как и у жены, которая тоже с трудом передвигается и также проходит курс лечения в стационаре. Но после 5 дней, проведенных в клинике и усиленной терапии, пациент чувствует себя гораздо лучше.
خود پرات ده و موک ادیش که یولش مو حال درسو کوکش که از دخ مقدال زلات درب دیگه دو آخر حدی خوش دو знают как лечить. Здесь, признается мужчина, он чувствует себя как дома. И не только из-за того, что родной человек рядом. В круглосуточном стационаре предусмотрены все условия, позволяющие в перерывах между процедурами отдохнуть на комфортной кровати, в палате, собственной ванной, посмотреть телевизор или даже покопаться в интернете. Да к тому же и обед приносят вовремя, причем не хуже, чем в любом ресторане. Для каждого пациента здесь продумывают специальное меню в соответствии с требованиями его здоровья. كش ده هم حدی جزاورو یا شاغ تون غلق دتسو سده بلغ یا خلورسو صوتي ويا خشو يوخش بلغلو إذا بلغ يا خلورسو بيت سيستر دحول صار حقيقة صار كل تديه بابي موك هذا خوزا حديقة لوجدل دو هم حديقة إشت ديك كل خيط جي. У нас функционирует дневной стационар с 9 до 6. И стационар круглосуточный. Вот этот вопрос я хотела бы акцент на нем сделать, потому что не все больные знают, что у нас есть круглосуточный стационар. Находясь в стационаре, у Осман, как и все пациенты, проходит ряд медицинских процедур – эндокринология, кардиология, пульмонология и неврология. Терапевтический стационар лечения ведет при круглосуточном обслуживании медицинской сестры и ежедневном осмотре врача-терапевта. Такой набор услуг позволяет пройти все необходимые медицинские исследования когда угодно, не выстраивая длинные очереди. Больного сопровождает медсестра в каждый кабинет. Мы приглашаем сюда в отделение консультантов врачей, то есть больной у нас не ходит по другим специалистам, по кабинетам. Это все мы организовываем здесь в отделении. И если он должен туда спуститься, допустим, скажем, на какое-то исследование, которое невозможно поднять к нам сюда в отделение, и у нас этого аппарата нет, то мы ведем предварительный договор с этим кабинетом амбулаторной службы, и больного сопровождения провожают, он проходит процедуру и поднимают его наверх. Главное в Академии здоровья – это качество оказываемых услуг. Высокооснащенная клиника с современным операционным залом, анестезиологическим оборудованием последнего поколения позволяет проводить малоинвазивные и эндоскопические операции любой сложности, не выезжая за пределы республики. Здесь самое передовое оборудование, как диагностическое, так и лечебное, что отчасти является залогом победы над болезнью. У нас есть программы разработанные, 3-дневные, 7-дневные, 10-дневные. Программа для женщины 45+, программа «Мужское здоровье». Согласно этим программам, если больной оплачивает, допустим, 3-дневную программу, она чисто диагностическая программа. Если это 7-дневная, 10-дневная, она лечебно-диагностическая программа. То есть там одновременно и обследуют, и проводят лечение. В основном это сосудистая терапия. И вот если он лег на эти 3 дня, в течение 3 дней больной полностью проходит обследование. Он хочет улук де халды. Цаккатей пар вас хогюат шуда, сумгуш бош наха вас хогюат штолхам лилду ахар. Ишт ахар лилдуш хозуш улук, балмох цахаш сагверза гош, ишт дик коллектив сложится, диад охчу. Пройденный комплекс диагностики позволит за короткий срок сделать объективные выводы о состоянии здоровья Османа, как и других пациентов, подтвердить или исключить наличие острых или скрытых заболеваний и предрасположенность к ним. После всех этих процедур ему выдадут паспорт здоровья, который содержит не только данные о состоянии, но и рекомендации для проведения дальнейшей индивидуальной профилактики. Райдат Халухоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня Международный день без интернета. Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а его учредителем является Британский институт социальных изобретений. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на сутки, чтобы прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или заняться любимым хобби. Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, ну а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. В настоящее время Международный день без интернета имеет приверженцев во многих городах мира, в том числе и в России. Попробуйте и вы отметить Международный день без интернета, вне сети, но так, как вам этого захочется, главное, с удовольствием. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.